На Абаза ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Подняли пенсии отдельным категориям, установили штрафы за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и увеличили допустимое превышение скорости. Наш репортаж с первого заседания осенней сессии парламента. Кабмин Абхазии одобрил проект государственной целевой программы «Жилище 2026-2028» и рассмотрел ряд других вопросов. К десятилетию организации съезд Республиканской политической партии «Народный фронт Абхазии» прошел в Сухуме. Кандидаты в депутаты Сухумского городского собрания по округу номер 8 Дмитрий Осия и Надар Шоуа, а также кандидат в депутаты по 4-му избирательному округу Инал Кишмария были сегодня в дневном эфире Абаза ТВ. На нашем канале продолжился проект «Теледебаты» с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире, который реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Отметим, подобный проект проводится впервые в истории выборов в органы местного самоуправления. Ведущая сегодняшних теледебатов моя коллега Марианна Котова. Повтор прямого эфира теледебатов в записи вы можете увидеть в эфире Абаза ТВ после выпуска новостей, а также следующим утром в 8:30. В среду 29 октября в прямом эфире с кандидатами в депутаты 9-го округа Саидом Чагава и Варламом Джоппо встретится Надежда Боровикова. Не упускайте возможность узнать немного больше о своих кандидатах в эфире канала Абаза ТВ, чтобы 8 ноября сделать правильный выбор. Депутаты подняли пенсии, установили штрафы за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и увеличили допустимое превышение скорости на дорогах. Эти и другие решения приняты на первом заседании осенней сессии Народного собрания Абхазии. Подробнее Надежда Боровикова. Первое заседание осенней сессии парламента Абхазии по традиции начинается с гимна. Первый вопрос на повестке – налогообложение международного аэропорта имени Владислава Ардзенва. Во втором и окончательном чтении депутаты освободили от НДС 8 видов услуг, предоставляемых оператором аэропорта. Это такие услуги, как обеспечение взлета, посадки, аэронавигационное обслуживание, обслуживание пассажиров и так далее. При рассмотрении данного законопроекта в мае месяце, когда комитет поддержал данную инициативу, было говорено условие, что после того, как будет реализована эта норма, аэропорт заработает, что правительство разработает и представит все те услуги, которые были включены в перечень правительства, что они будут оформлены в виде законопроекта, чтобы исчерпывающий перечень устанавливал именно парламент. И в целях реализации данной рекомендации комитета те услуги, которые оказываются в аэропорту, и в соответствии с перечнем, утвержденным правительством, были включены в законопроект и представлены на ваше рассмотрение. Персональная пенсия, которая устанавливается гражданам, имеющим особые заслуги перед Абхазией, увеличена решением парламента с 12 до 13 тысяч рублей. На сегодняшний день, в соответствии с законом о персональных пенсиях, в Республике Абхазия является 106 получателей данной пенсии. И предлагается установить размер пенсии ежемесячно 13 тысяч рублей. Данный размер пенсии традиционно, когда мы вносим изменения в закон о повышении размера пенсии отдельных категорий пенсионеров, и персональная пенсия устанавливается на уровне пенсии как инвалиду Отечественной войны народа Абхазии первой группы. Отдельным категориям граждан также увеличили пенсии. Перерасчет будет проводиться с 1 октября текущего года. Увеличение размера пенсии пенсионерам, имеющим звание Герой Абхазии, до 8500 рублей. Пенсионерам, награжденным орденом Леона, до 8000 рублей. Пенсионерам, награжденным медалью за отвагу, до 7500 рублей. Также законопроект предусматривает увеличение размера пенсии инвалидам первой, второй и третьей группы Отечественной войны народа Абхазии, соответственно, до 13 тысяч рублей первая группа, 10 500 вторая группа и 9 500 третья группа. Семьям, умершим инвалидам Отечественной войны народа Абхазии. Семьям добровольцам, погибшим при защите Республики Абхазия в период с 1993 года по декабрь 1994 года.
Также данный законопроект предусматривает увеличение размера пенсии резервистам, получивших ранения, контузии или увечья, либо заболевания в период участия в военных сборах, чрезвычайных ситуациях, а также в мобилизационных учениях. Также предусматривает увеличение размера пенсии резервистам действующего состава резерва, погибших при участии в военных действиях, чрезвычайных ситуациях. Установлены штрафы за продажу табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним в размере от 85 до 170 минимальных размеров оплаты труда. МРОД для штрафов составляет 60 рублей, соответственно, сумма может варьироваться от 5100 рублей до 10200 рублей. Хотя действующее законодательство содержит ограничения в отношении продажи табачной и никотиносодержащей продукции, но ответственность не установлена. И поэтому предлагается новая редакция данной статьи и с второй части усилить ответственность за продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним гражданам. Вторая поправка, которая в Кодекс о судопроизводстве по делам административных правонарушениях, предлагается полномочия по данной статье подведомственность передать от административных комиссий, которые созданы в администрациях районных органов внутренних дел. Дамир Квециня утвержден на должность первого заместителя генерального прокурора Абхазии. Второе предложение, представленное генеральным прокурором Адгуром Агарба, депутаты решили отложить. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые объявлены в розыск на территории своих государств, если приводить пример, допустим, Российскую Федерацию, скрываются на территории Республики Абхазия, для того, чтобы была возможность нам руководствоваться нормами уголовно-процессуального законодательства, необходимо избирать в отношении них меру пресечения. 423 статья там прямо указывает, что необходимо избирать заключение под стражу. Вопрос, означает ли это, что если гражданин России, гражданин Абхазии с абхазским паспортом, мы его можем, да, обязаны выдать нашу, по международному договору мы не обязаны выдавать. По Конституции. У нас международного договора выдачи нет, у нас это регламентировано уголовным процессуальным законодательством, там прямо у нас заложен запрет. Наши граждане Республики Абхазия не выдаются. Это касается только граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые скрываются на территории Республики Абхазия. Голосование за эти поправки было решено отложить для более глубокого изучения в рамках комитетского заседания, потому что у многих депутатов возникли вопросы. Во втором и окончательном чтении депутаты узаконили практику уничтожения конфискованных майнинг-аппаратов. Данный проект закона, который был представлен, предусматривает, чтобы судебные исполнители после вступления в силу судебного решения о конфискации утилизировали, уничтожали данные аппараты. На сегодняшний день конфисковано более 4000 аппаратов, которые хранятся на складе Госкомитета по стандартам. После той нормы, которую вы приняли в 2024 году, и когда вступила в силу санкция о конфискации, с этого времени конфисковано по решениям суда более 2000 аппаратов. Увеличен допустимый предел превышения скорости на дорогах. Раньше минимальный штраф водитель платил за превышение скорости от 10 до 30 км в час. Сейчас тот же штраф водитель заплатит за превышение от 20 до 40 км в час. Штрафные санкции применяются в отношении водителей транспортных средств при превышении скорости движения на величину 10 единиц, то есть 10 км в час. Представленным законопроектом предлагается внести изменения в настоящую статью, увеличив количество единиц до 20, то есть до 20 км в час. Проектом закона вносятся изменения и в часть 2 настоящей статьи, согласно которой водители транспортных средств привлекаются к административной ответственности за превышение скорости движения на величину более 30 км в час. В соответствии с указанными изменениями 30 км в час предлагается заменить словами 40 км в час. Во втором и окончательном чтении депутаты приняли изменения, согласно которым органы санитарно-эпидемиологического контроля не смогут закрывать за нарушения объекты общепита на 90 дней, а только на 30. Дело в том, что по данному проекту предполагалось предоставить возможность государственным службам приостанавливать действие, например, общепита до 90 суток. Ну, как вы понимаете, наши районы, они всегда ждут, наверное, именно летнего сезона. И я подумал о том, что, может быть,
это будет использовано в том числе нашими органами, так сказать, не совсем добросовестно, ну, в некоторых случаях. Мне кажется, что 30 суток вполне достаточно для исправления большинства проблем, которые есть в тех или иных объектах. Если они не исправят их, если они не исправят эти проблемы, их всегда можно приостановить еще раз. Хотя я уверен, что максимально все усилия будут приложены для того, чтобы исправить ситуацию. В завершении заседания депутаты включили часть имущественного комплекса туристической гостиницы «Амткел» в Сухуме в перечень объектов, подлежащих приватизации. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Правительство одобрило проект государственной целевой программы «Жилище 2026-2028». На реализацию программы предусматривается выделение 240 миллионов рублей. На каждого участника программы выделяется 1 миллион 200 тысяч. Кроме того, предусмотрена доплата на каждого члена семьи по 100 тысяч рублей. Общий лимит на каждого участника не должен превышать 1 миллион 700 тысяч рублей. Тему продолжит Рада Чачава. Согласно докладу министра финансов Саида Губа, собственные доходы государства в 2026 году составят 19 миллиардов рублей. Расходная часть бюджета – 19,4 миллиардов рублей. Дефицит бюджета – 426 миллионов. Показатели республиканского бюджета, соответственно, 14,3 миллиарда рублей и 14,7 миллиардов. Российская финансовая помощь составит более 5 миллиардов рублей. ЮНЕСКО жив пошук созбе хенткарат бюджета хашалаху надзоит 6 миллиард жипш миллион мар. Ван хату хашалаху яртует жаха миллиард хошишба миллион мат архонза. ЮНЕСКО жив пошук созбе хашалаху ячорпшазар хенткарат бюджет ЮНЕСКО жив пошук созбе хату хашалаху ятслует шеха нижей 9 миллион мат рыла. Хенткарат бюджет анахтука 9 миллиардов пшиши юнижа миллион матр онза и назот ЮНЕСКО жив пошук сазан. Ламкала республика бюджет выходу арбагаква а то уихозар ЮНЕСКО жив пошук сазби а республика бюджета хашалахо жив миллиарды хаши в 5 миллион матр онза азгуату. Уртрах по республика бюджета хату хашалахо яртой та миллиард яши 2 миллиона матр онза. Хазто вашок сишипурго арбага койречуркшозар ЮНЕСКО жив пошук сазан а республика бюджета хату хашалахо яствует хоши юнижи 5 миллион мат рыла. Как отметил премьер-министр Владимир Делба, в 2026 году ожидается повышение социальных выплат и заработных плат. Кроме того, бюджетом предусмотрены зарезервированные средства для оказания медицинской помощи гражданам. Увеличиваются расходы на социальные пособия. Об этом только что говорил министр финансов. Мы с 1 января будем проводить меры по финансированию. Решение уже принято по увеличению размеров пособий многодетным семьям. Ну и многие другие наши позиции увеличиваются у нас по сути расходы в следующем году и на реализацию мероприятий программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, механизмы. Как раз мы сейчас отрабатываем в рамках реализации государственной программы 2026-2030. Значительно претерпели изменения объемы поддержки на мероприятия, проводимые вообще в принципе в социальной сфере. И молодежная политика, и образование, и наука, и культура. Вот это все связано с теми задачами, с теми ориентирами, которые определил глава государства. Отдельно министр финансов рассказал о целевых программах в сферах здравоохранения, науки, образования, сельского хозяйства и других. Сумма бюджетирования 14 ведомственных программ составит почти 1,5 миллиарда рублей. Также у нас предусмотрено будет порядка 500 миллионов рублей на реализацию различных мероприятий в сфере образования, молодежной политики, спорта, того же здравоохранения, ну и социальной направленности мероприятия в том числе. Те объемы, которые мы предусматривали бюджетом текущего года, они сохранены в полном объеме, в некоторых случаях они еще и существенно увеличены. Текущие показатели прогнозные не исполняются в полном объеме, если сравнивать
показатели исполнения текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то у нас, более того, суммы поступлений в этом году существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, и на следующий год мы ожидаем такого же режима исполнения. Естественно, все расходы, которые предусмотрены бюджетом, они обеспечены надежными источниками дохода. Параметры бюджета государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2026 год запланированы в сумме 301 миллион рублей расходной части. Бюджет дорожного фонда – 140 миллионов рублей. Пенсионного фонда – 2,3 миллиарда рублей. Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2026 год составит 2 миллиарда 324 миллиона 968 тысяч 400 рублей. Основная часть доходов будет направлена на выплату пенсий 39 категориям пенсионеров на общую сумму 1 миллиард 416 миллионов 955 тысяч 600 рублей. Общая прогнозируемая сумма расходов на выплату пенсии в 2026 году по сравнению с предыдущим, с 2025 годом, будет больше на 183 с лишним миллионов рублей. Доходы фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год составят 113,5 миллионов рублей. Основная статья расходов, как отметила председатель фонда Валентина Жиба, программы родовспоможения и приобретение лекарственных препаратов для онкобольных. Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2026 год составляет 113 миллионов 595 тысяч 400. То есть это уже где-то более на 15 миллионов больше, чем на текущий год. Львиная доля поступающих в бюджет, это мы планируем потратить на приобретение онкологических больных, лекарств, химиопрепаратов первой, второй линии и частичной, третьей линии. Хочу к этому подчеркнуть, что следующий год мы, как я вам тогда обещала, что будем с поступлением больших средств, мы будем расширять третью линию. Да. То есть мы направили в Министерство здравоохранения измененный список, перечень. Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда на будущий год составит 277 миллионов рублей. Председатель фонда Бакур Бебия в том числе анонсировал повышение ряда социальных выплат и пособий. Например, единовременные выплаты по рождению ребенка будут повышены для работающих родителей с 27 тысяч рублей до 50 тысяч, для неработающих родителей с 22 тысяч рублей до 40 тысяч. Максимальный размер ежемесячных пособий составит 22 670 рублей по временной нетрудоспособности и 30 300 рублей по беременности и родам. В бюджете фонда на 2026 год запланирована сумма доходов и расходов в размере 277 миллионов рублей. То есть бюджет вырос более чем на 20% в сравнении с бюджетом 2025 года. Были увеличены все виды пособия по государственному социальному страхованию в 2 и более раза. Бюджет фонда на 2026 год разработан с учетом ранее произведенного увеличения всех видов пособий. Оздоровление детей с углубленным изучением абхазского языка еще 45 миллионов. Будем проводить эту акцию тоже обязательно. Не только в городе Сухум, но и в других районах тоже нашей республики. Параметры бюджета фонда репатриации представил его глава Михаил Габелия. Он также отметил, что фондом планируется направить 50 миллионов рублей на программу ЭКО. Основные направления увеличения программ – это программа ЭКО. Было 30 миллионов, на 2026 год запланировано 50 миллионов. Плюс программа по выплате за рождение ребенка было 120 миллионов, вышли на 150 миллионов, и на строительство тоже увеличение идет, на строительство объектов для репатриантов 150 миллионов. Далее ИО министра социального обеспечения и демографической политики Абхазии Кама Адзенба представила 2 целевые программы. На реализацию госпрограммы «Жилище»
На 2026-2028 годы предусмотрено 240 миллионов рублей, по 80 миллионов в год, а общий объем финансирования межведомственной программы по развитию демографии в 2026 году составит 158 миллионов рублей. Так, за рождение 3-го и 4-го ребенка абхазской национальности семьи будут получать 200 тысяч рублей, а за 5-го и последующих – по 300 тысяч рублей. Максимальный размер финансовой помощи, предоставляемой одному участнику программы, рассчитывается следующим образом. Значит, основной размер на одного участника не более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Доплата на каждого члена семьи, проживающего совместно с участником программы, не более 100 тысяч рублей. И общий лимит не должен превышать 1 миллиона 700 тысяч рублей. На реализацию программы «Жилище 26-28» предусматривается выделение 240 миллионов рублей из средств республиканского бюджета по 80 миллионов рублей на каждый календарный год. Увеличение максимального размера финансовой помощи до 1 миллиона 700 тысяч рублей необходимо для сохранения реальной эффективности государственной помощи и обеспечения участникам программы возможности приобретения жилья в текущих рыночных условиях. Проект программы развития демографии на 2026 год направлен на сохранение демографической безопасности в Республике Абхазия и создание условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в целом. 1-й и 2-й ребенок 100 тысяч рублей, 3-й и 4-й ребенок 200 тысяч рублей, вот тут вот сдвиг порога. 5-й и последующий ребенок это 300 тысяч рублей, это вообще новая мера, максимальная новая мера, которая не была предусмотрена ранними программами. Также в Кабинете министров Абхазии был принят проект соглашения о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией, предусматривающий торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие между сторонами, и одобрено соглашение о таможенном сотрудничестве с Южной Осетией. Рада Чичава, Торник Амичба, Абаза ТВ. По приглашению председателя НФА Лаша Сакания в республику для участия в 10-м юбилейном съезде политической партии «Народный фронт Абхазии» прибыла делегация Госдумы Российской Федерации. Утром 28 октября делегаты возложили цветы к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии в столичном парке Славы. В тот же день состоялась встреча спикера парламента Лаши Ашуба с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, прибывшим в составе делегации. Ашуба и Даванков обсудили перспективы сотрудничества парламентариев двух стран и выразили уверенность в дальнейшем плодотворном взаимодействии. Во встрече приняли участие заместители спикера, член партии НФА Алхас Барцец. Съезд Республиканской политической партии «Народный фронт Абхазии» прошел в Сухуме. Мероприятие приурочено к 10-летию со дня основания организации. В работе съезда приняли участие члены правительства, депутаты парламента и представители общественных объединений. Среди гостей вице-спикер Государственной Думы России Владислав Даванков и делегация партии «Новые люди». На съезде была представлена обновленная программа партии, анонсировано подписание соглашения о сотрудничестве с партией «Новые люди» и объявлено об участии членов партии в муниципальных выборах. Подробности у Заура Кварче. Открывая юбилейный съезд, председатель партии «Народный фронт Абхазии» Лаша Сакания отметил, что прошедшие годы стали этапом становления движения. В своем выступлении он обозначил приоритеты работы на ближайшее время. Среди них развитие экономики, поддержка молодежи и ветеранов, а также укрепление международных связей. Эта дата не просто символ времени, это рубеж зрелости, итог большой и честной работы, и вместе с тем начало нового этапа жизни нашей партии и всей страны. Все эти годы партия ставила перед собой единую, неизменную задачу – обеспечение стабильного развития Республики Абхазия, укрепление ее международных позиций и поступательное движение вперед в экономике, культуре и социальной сфере. Как основатель и председатель партии я убежден, эти цели впредь останутся основным вектором нашей политической деятельности. Мы начинали как молодые управленцы, искренне веря в идею служения Родине. С каждым годом мы становились сильнее, опытнее и увереннее.
В ходе съезда была представлена обновленная программа партии, подготовленная абхазскими и российскими экспертами. Среди основных направлений – развитие инноваций, образования, туризма и предпринимательства. Сосредоточено на приоритетных направлениях: культура, экология, здравоохранение, социально ориентированное предпринимательство, а также программы для детей и молодежи. Наш главный приоритет, на мой взгляд, компетентные кадры. Мы привыкли гордиться своим богатством, землей, природными ресурсами, многонациональной культурой и образованностью наций. Это действительно есть. Но только этого недостойно, мало для развивающегося государства. Пусть Абхазия сегодня не признана многими, но имеет огромный потенциал. Сегодня мы не можем полноценно влиять на международные процессы, зато у нас есть время и силы на самих себя, на развитие и взращивание профессиональных кадров во всех жизненно важных направлениях и всевозможных улучшений государственного потенциала, которые смогут продвинуть нашу Родину, в том числе на международной арене. Особое внимание участники уделили вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, взаимодействие между странами продолжается в сферах образования, технологий и общественных инициатив. Он также сообщил, что партии Народный фронт Абхазии и Новые люди планируют заключить соглашение о сотрудничестве и партнерстве на съезде в Москве в январе 2026 года. Прежде всего хочу поздравить с такой большой датой, 10 лет. Нашей партии всего 5 лет, но тем не менее я вижу, как меняется программа. Сегодня я это еще раз отметил. Наши программы созвучны. Все, что касается искусственного интеллекта, роботизации, обучения, образования, это то, что нужно нашим странам. А отношения между нашими странами улучшаются из года в год. Такую динамику придают наши президенты наших стран, парламенты наших стран. Мы стараемся также поддерживать эту динамику. Ну а мы на уровне партий обмениваться опытом. Опыт большой есть в Абхазии, есть опыт большой в России. И вот многие темы, например, работа с молодежью, образование, инновация, это все то, что поможет нашим странам быть уверенно смотреть в будущее. И поэтому позвольте поздравить всех вас еще раз с десятилетием. В числе планов партии участие в муниципальных выборах. От Народного фронта Абхазии зарегистрированы 4 кандидата в разных районах республики. Наша партия выдвигает 4 кандидатов на местное самоуправление, выборы, которые будут проходить 8 ноября. Это в Гагринском районе Борис Русланович Беня, это Гудоводский район, Новый Афон, город Дарья Астанда Алексеевна, это Ачемчийский район Давид Николаевич Ахула и Тмарчильский район Харчевала Георгий Вахтангович. А это вот наши ребята, которых мы абсолютно всецело поддерживаем, члены нашей партии. И я, конечно, поддерживаю, и вся наша партия поддерживает тех кандидатов, которые выдвигает команда Абхазии, команда нашего президента. И всем спасибо большое. Съезд завершился обсуждением планов дальнейшей работы и предложений, представленных в новой программе. Организаторы подчеркнули, что партия намерена продолжить реализацию социальных и экономических инициатив, нацеленных на развитие страны. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абазатова. На базе военной части Багмаран стартовали 19-е военно-спортивные игры Аяйра для школьников. Они посвящены 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Арзенба. Цель игр не просто выявить сильнейших, здесь закаляют характер, учат действовать в команде и быть готовым встать на защиту своей родины. Это настоящая школа мужества и патриотизма для школьников 10-11 класса. С самого утра площадка жила по армейским законам. Все началось с парадного построения и строевой подготовки, а поддержать будущих защитников Отечества приехала лично министр просвещения Республики Хана Гунба. Команды, занявшие призовые места, получили заслуженные награды от Министерства просвещения, кубки, медали, грамоты и ценные призы. От имени министра обороны Республики Абхазия приветствуем вас на открытии военно-патриотической игры Аяйра.
Традиционно мы ее проводим в артиллерийской группе. Это, конечно же, невероятно интересное состязание, в процессе которого вы приобретете очень много полезных навыков и знаний. Каждый из вас за время проведения этапов игры, я уверен, проявит как личное, так и командное мастерство. В ходе игры вы получите уникальный, интересный опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. Это мероприятие проводится ежегодно на территории нашей всей республики. То есть участвуют ребята со всех районов, создают команды, формируются команды из числа учащихся наших общеобразовательных школ. Дети с удовольствием принимают в таких мероприятиях участие, и это очень важно в воспитании, патриотическом воспитании детей. В Абхазском государственном университете открылся двухдневный семинар-практикум «Современные методики преподавания абхазского языка и литературы для учителей-предметников общеобразовательных школ». С приветственным словом к педагогам обратилась директор РЦПК Медея Ченгелия. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, семинар организован Республиканским центром повышения квалификации и при подготовке кадров при Абхазском госуниверситете. Слушателям семинара лекции будут читать представители профессорско-преподавательского состава филфака АГУ, а также сотрудники Института педагогики. Цель семинара – совершенствование компетенций учителей в области преподавания абхазского языка и литературы, знакомство учителей с современными методиками преподавания данных предметов и навыками применения их на практике. Люди и даты. 28 октября 1935 года родился Иосиф Ахиба, видный общественный деятель. Выпускник СГПИ, работал директором Званрыбской средней школы, замредактора районной газеты «Бзыбь», был активным участником национально-освободительного движения в Абхазии и подписантом письма 130. В 1979-м назначен директором Новоафонской центральной турбазы, где проработал до начала Отечественной войны народа Абхазии. С началом военных действий находился на Гумистинском фронте, награжден орденом Акцепша третьей степени и медалями. Фестиваль фотографий международного проекта «Территория успеха» в объятиях природы Росатома открылся в Пицунде. Как сообщает «Спутник Абхазия», мероприятие приурочено к 80-летию атомной отрасли России. На церемонии открытия замгендиректора концерна «Росэнергоатом» Джумберит Кибучава отметил, что концерн заинтересован в развитии молодого поколения, которое в будущем сможет работать в атомной сфере. Новости культуры. Ираклий Хиндба награжден высшей наградой Россотрудничества МИД России медалью за укрепление мира, дружбы и сотрудничества, за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Абхазией и Россией. Церемония награждения состоялась в Большом театре России. Награду Ираклию Хиндба вручили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Элеонора Митрофанова. Выставка современного искусства «No Harm» художниц Апши Хагба и Дианы Хиндба открылась 28 октября в Ауада Галлери. На выставке представлена инсталляция, состоящая из нескольких арт-объектов, символизирующих собой важные компоненты принципа «не навреди». Люди, знания, труд, время и любовь. Принцип «не навреди», написанный на 3 языках – абхазском, русском и английском, заполняет собой все пространство галереи. Сейчас о погоде. В среду, 29 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. С ночи до полудня дожди разной интенсивности, гроза. Местами ночью преимущественно в предгорных районах возможен дождь с градом. Атмосферное давление пониженное, будет повышаться. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 18 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.